Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. Я снова в Калининграде, в гостях у Володьки. Мне понравилось сюда приезжать с прошлого года. Здесь хорошие люди, отличная природа, отличная рыбалка. Другой конец России. Есть что посмотреть, есть что половить. И я рад, что мне в этом году удалось приехать. Друзья, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Клевая рыбалка». Я ее веду уже с 2017 или 2016 года, на протяжении 7 лет. Группа достаточно большая, очень много в ней материала, фотографий, с охот, с рыбалок. Так, друзья, мои партнеры, компания Спрут прислала снасти. Я нынче с ними работаю. Вот, и они сразу Володьке отправили в Калининград. На сайте клеваярыбалка.рф есть вся их продукция полностью. Володя якутский нож лежит. Где-то твой еще. Нет, подарок. Ну, отправь, как бы, тебе посылку отправляли, да, которую. Да, сейчас дам. А? Какую куртку можно взять? Любую бери, вообще любую. Ага. О, шапочка даже есть, клевая рыбалка. Вот, обязательный атрибут, друзья. Ножи, стальные бивни. Так, сейчас я в Володьке одолжу быстренько нож. Так, а вот. Коробку подрезать. Блин, а что твой должен быть? А куда я его задеваю? Что? Какой мой? Это у меня в зимнем ящике. А, вот такой же? Ну не такой же тебе, который Токарчук дарил. А, не надо, пока не нужен он. Давай я лучше стальные бивни возьму. Быстренько распечатаем коробку, посмотрим. Снасти ребята отправили. Ух ты, ух ты. Вот это да. Тут, короче, и бейсболочки, и перчаточки, и носочки мне. Вообще красота. Красота, ребят. Не, это берем, забираем с собой. Так, ребята, мне должны были тут несколько штук, несколько этих прям отправить. Как пойдем? Не говорил, Володь? Как мы будем? Володька? Не, вообще ничего не сказал. Я даже... А ты еще в том году разве не был? Я просто в рейсе всегда был. Ты... Не, я был, но я не ориентируюсь, где у вас тут что. Так, это прям все новое. Сам тоже вот распаковывают только. А, это все новье? Прям новье, да. Ну, как бы новые партнеры мои дали мне на пользование. А что за фильмы? Спрут. Ну, это джиговые, да? Да. Так, сегодня нам ребята помогают, значит, Марат и вас как? Виктор. Виктор, вот. И сразу ребятам тогда сделаем сюрприз небольшой. Давайте вот, ребят, берите, смотрите, выбирайте отсюда вот вам подарки от моих друзей, от компании Спрут. Какие вам, кому какой. Берите прям новые кепочки вам. А то я смотрю, кепочки старые уже у вас, у ребят. Так что счастливая. счастливая. Ну смотрите, вот эти можете Да, новые. Счастье кепки вижу. Вот, ну да, я вижу, да, качество такое наше. И не продувается, да? Все, ага. Так, это готово. Не от дождя, это такой походный костюм хороший. Друзья, ну вот мы с Володькой давно уже носим фирму ХСН, поэтому кому интересно, всегда у меня под роликами ссылочка на мои костюмы. Спасибо ребятам за то, что предоставляете нам теплую одежду. Фирма ХСН. А, у тебя вон какая система, ничего себе.
Не близко, это точно. Вот ребята на первых лодках поехали уже. Игорь сидит в самом козырном месте. Да, на троне. Там не трясет просто, Нет, как здесь. Но там брызгает. Так, друзья, сегодня буду ловить новую снасть от моих друзей. Фирма Спрут. На сайте клёвая-рыбалка.рф очень много различных приманок этой фирмы. Заходите, смотрите. Вот такой вот спиннинг Тайхо. Также я, возможно, буду его использовать в Жиганске, в Якутии на таймене, на щуку крупную. В общем, посмотрим, как он у меня, сколько продержится. Вот. Буду сегодня на него рыбачить. Вот такая вот палка жесткая. Рыбалка, не рыбалка. Такая волна накатная, она хуёвая. Маленькая вроде. Так, вот, друзья, вот так вот делается приманка на саргана. Так, ну сегодня волны нету, если что, его прям на берег можно высадить. Поспит пусть. Ну, хуёво, это возьмётся на берег. Ты говори давай, ну. Совсем хреново станет. И вот делаем заброс. И в прошлый раз я медленную проводочку. Делал. И сарган в этот момент хватал как бы. Ну, реагировал на проводку. Слава, ты тоже одна. Не, ну ты поймал хоть. Ты поймал. Это уже многом говорит. О профессионализме, о опыте. Чисто на опыте нас учишь. Под лодку не берет, вдалеке. Да нет, берет, бывает. Прям до лодки может На идти. лодке может идти сопровождать. Ну. А, это волна просто. Поклёвка, по-моему, идет. Щипал. Давай, чипает. Давай. Не, в руку отдает. Удилище, я чувствую хорошо. О, у меня щипанул как будто. Пускай щипает. Давай. У меня тоже поклевки, он прям тащит. Это прям не такой агрессивный какой-то. Бывает по-разному, бывает сразу. Эх, поспешил. А это я тоже поспешил, блин. Сдернул у него изо рта. Такая же фигня. Креветки нет. О! Не, у меня была прям бомбарда утонула. А, не, во, идет. Сидит. А я видел бомбарду топло. Да, Игоря, не идет. Вообще, о, прикольно. Слушай, это кто? Хороший. Это кто? Ага, смотри, творит. Да. Ничего себе, он классно идет. А ну-ка засними его. Класс идет, класс. О, хороший, вообще хороший. Да, такой больше. Прям трофейный, так скажем. Смотри, Игоряня. Вот это да. Змеюга. О, хороший. Это тоже трофейный такой. Вот это трофейный. Видишь, вот он не успел даже заглотить. Ему даже больше можно паузу делать. А и зачем он сильно, чтобы заглатывал? Не, ну что он бывает, не всегда ты попадешь, вот видишь, в этот самый, как его. Да, вот это да, друзья, смотрите, какая рыба. Классная вообще, зеленая прям. Володь, что, забираем такого? Да, заберем, конечно, такого мы приготовим. Друзья, смотрите, вау, вот это да, сарган. Ну вот, друзья, вот такая вот рыбина, как птеродактиль такой. Вот, клюв такой Давай, вот. отходи и половишь.
И Там ты поймал. вот. Это считается трофейным. То есть, ну, больше крупный сарган. Вот попался мне прям. Вот. Там Игоряне немножко сегодня поплохело на воде. Вот, друзья, вот я держу. Где-то тут сколько длина? Тут примерно Да больше метра. больше метра, друзья. Вот. Да, больше метра. Блин, такой клюв у него интересный. Как птеродактиль. Какой-то вот морской такой, ну как доисторический такой животное, ну птица. Знаете, вот летающий птеродактиль. Вот наподобие такого же вот клюв. Вот. И чешуя присутствует. Причем чешуя зеленая тоже вот. Если видно. Может солнце отсвечивать просто сейчас. Вот, зеленая чешуйки. Куканчик приготовил, вот. Забираем этого, хороший, так, трофейный прям сарган. Сурган. Ну, название какое-то не русское точно. Сурган. Саргашево море есть. А? Ну, друзья, это первый, так скажем, сарган за сегодня мой. Ощущения, ну, проводки очень чувствуются, во-первых, когда идет. Ну, может быть, у меня снасть так передает, но было классно, в общем. Я даже поклевку чувствовал полностью вот бланком в руке. И что еще? Ну, сопротивление дает такое небольшое, и у него амплитуда очень не, так скажем, непредсказуемая. Вот, может резко влево, потом резко сместиться вправо, короче. О, поклевка. Пошла поклевка. Смотрите. Вот там вот дальше бомбарды моей клубицы, но у бомбарды моей сейчас была только что поклевочка, как будто бы. Понимаю, он где выходит наверх, надо вот эту точку кидать. Желательно, да. Ну, бывает, просто ставишь, он гуляет. Вообще ни кепки, ни хрен. Как ты вот приехал на рыбалку, а? Надо какую-нибудь кепку найти. Да дома, может быть, и была, где, чего? Да, конечно, у него клевая рыбалка, все есть, все кепки есть. Не, кепка, у меня шапочка шерстяная есть, а кепку я не знаю. А есть Да, Вадим. Так, это что такое? Бурун? А я не дошел до тарана, и вот где вот люди стоят, не доходя до тарана километров 5. Ну, поклевывает. Клюв саргана до хрена, но клюет очень вяло. Прям вообще, блин. Стоять. Поклевка была, да, я сейчас тащил и прям почувствовал в руку такую поклевочку. Он тюкнул. Но, видимо, сдернул все-таки. А, нет, сидит что ли? Не, показалось. А, сидит, оказывается. Заглотил вообще. По самой, наверное. О, все, засек. Когда ты его подсекаешь, Да стоп, как это, привычка к таймене подсекать. Слава прет, давай. Хороший, да. Слава сегодня по трофейным отлетает. А уже по спиннингу видно, как сопротивляется. Блин. Не хватает на камере светофильтра, блин, как это все вообще, это просто бликами не так будет видно. Змея. Иди сюда, змейка. Хороший, давай. Хороший, блин, какой. Мама не Вообще говорит. красавец. Это сарганище. Да. Уже больше лошадь. Слав, Саргания лошадь. Славка уже второго Такого прет. И причем вот он заглатывает, оказывается, прям вот в самое шахту туда. А ну-ка стоять. Забыл, что его нельзя это. Тоже как бы сейчас будем. А да, я его не сильно. Он сейчас оклемается. Ну, как бы, слушай,
Не сильно я его, не сильно он заглотил. Мог бы даже выжить, можно так сказать. Не дал ты ему шанс на выбывание. Ну вот такой вот еще один. Довольно трофейный. Он с молоками уже брызжет. То есть они на икромете. Ну это будем называть калининградские осетрики. Действительно носатые. Как калининградская осетринка. Володь, откачиваешь столько воды в ложку набираешься, да? Да. Ну, стоишь до хуя. Она прям, она не переставая там начинает. По таким волнам бьешь. А ты же по весне хотел, что ты говоришь? Тут за 20 тысяч ушел, блядь. А ты вот этот мотор, вот такой не стоит, ты где-то заказывал? Не рекламу. Себе какую какую-то 100 тысяч, 133 тысячи с аккумулятором. Охренеть. Ну, с компасом, что не бывает без компаса. С компасом вообще заебись. Тут на рекламу дали, Володь. Да. Ну что, это бомба. Что дали. А его что, рекламируешь, потом отдавать надо будет? Нет? Показывал ролика, постоянно на нем ходи и все. Может какой-нибудь еще и холод тебе Вот я, блядь, что хочу нахуй. Блядь, если там у меня поместно Короткий какой-нибудь. Вообще обещал, но что-то... Да, хороший холод тоже сейчас 150-200, а то и 300. Туда же закинем, друзья, если... Там просто большие валуны лежат вот под водой. Вам не видно, я вижу. Сейчас Володя коппер еще запустит. Друзья, здесь очень красиво. Постоянно лебеди какие-то прилетают, плавают. Потом эти бакланов кучи. И мыс такой вот. Ну вот. Песчаники вот как будто бы берега. Или каменистые, или... Ну камни, скорее всего. Камни с песком. И по берегу ходят рыбаки. То есть они сюда приходят пешком. Где-то там вот города. С этой стороны есть город. С той стороны. И где-то вот вдоль берега, наверное, вот так вот пешочком приходит. Володя закинул еще одну удочку. То есть у одного рыбака может быть несколько. Не, ну попробуй, может удочек. она на стоячку будет лучше клевать. Когда вот нет Да. такой агрессии у рыбы, надо пробовать. И она прям с таким поплывком огромным. Так, моей бомбарды что-то не видать, да? Ага. Друзья, вот так вот плещется сарган, он там вдали, посмотрите. Вон, как будто плавники вот выходят с воды. Ну, вот довольно интересное зрелище. Блин. Под жабер будешь вытаскивать. Там вообще непонятно, у него он уже вообще там в шахте где-то. Ну вот, друзья, переехали на новое место. Вот так вот я расположился на переднем сидении. В общем, Володька уже поймал парочку сарган. У меня клевало пару раз и все на этом. То есть я не хватает у меня терпения дождаться и интуиции. То вовремя, то раньше подсекаю, то позже и так далее. В общем, пух пошел. Этот пух затрудняет забросы. То есть на леске собирается вот такой пушок на плетне. И потом его надо счищать. Иначе он при выходе из колец начинает притормаживать плетню при забросе. Игорь что там спит? Игоря не уснул, спит. Нет, Да. глаз один открыт у него.
Там, ну, там большая лодка и не нужна. Там вот так вот, как здесь, до берега от клюка хватит. А, туда на машине доехал? Да, прям машину бросил, накачался. Ну, как вот эти вот такая, на такой лодке спокойно. Чуть не холодно. Ну, идет. Сейчас. Кажется, сейчас будет улов. Есть. Вот, блядь, на камеру стоит. Как всегда, блин. Конечно, не прошло года. Да, не говори. Вот очень долго, друзья, у меня не клевало. И вот сейчас я сделал заброс и поклевка. Ну, Володька уже кучу наловил. Пока я одного поймаю. Мелкий идет. Этого, может быть, даже и отпустим. Если не загласил, можно отпустить. Ну, хотя, может быть и нормальный. Не, ну нормально. Нормально. Нормальный, да, это? Ну, мелкий. Лавы попроще. А, не, мелкий, мелковатый. Ну, если не загласил. Но он, по-моему, прям... А, нет, не очень. Засекся вот прям за верхнюю губу. Ой, ой, ой. Подожди, стой. Зубы у него острые, да? Да не. Нос как у вальшнепа. Все, друзья, вот. Это мой последний сарган. И перестанем ловить мучить эту рыбу. Давайте. Вот. Крайний. Ну вот, друзья, половили саргана. Я, в общем, поймал немного, Володя очень много поймал. С обеда стало очень жарко. Сейчас решили ехать ловить треску. Еще маленько трески половить. Вы эту треску не видели на моем канале. Вот подъехали к определенному месту и начинаем сканировать дно эхолотом. Во-первых, здесь глубоко и тут никто не рыбачит. Иногда здесь можно найти какую-нибудь секретную точку. Ну, вообще никого нету вокруг. Вон там парочка сидит вдалеке. Вот мы оттуда приехали. Ну вот еще одна лодка сидит, правда, недалеко. И вон там все основные лодки сидят. Вот. Вон там все основные лодки. А вон там вот ту точку знают только гайдеры, короче. Вот гайдеры только знают, а мы между гайдерами и основными, короче. Что за глюк? Решили попробовать посканить. Глубина 25 метров. Что Так, глубину показывает, да? Влад? да, а что-то дальше не показывает. Надо его, наверное, перезапустить. Рыбу не показывает, да? Не, вообще, друг, больше ничего не показывает. А, ну давай перезапусти, может быть, что-то с датчиком случилось. Вообще ничего не показывает. Глубина 25 метров. Сейчас перезапустим. Так, ну вот, друзья, мы сейчас подъехали. Оди нас куда-то привез. Сколько ты груз продал? 28? 50? Так, где у нас еще чебураторы? Сколько тут? 17 метров, да? 20. Ух ты, 20 метров, друзья, это капец. Это просто капец. Закинь в воду этих сарган. Да, или ты на рыбе сидишь. На контроле. На контроле рыбы. То есть контролер рыбы, да? Должность. Офигеть, вот это головочка. Вот, что ты хотел? Сколько? 50 грамм давал тебе? И при глубина, и глубина нормальная, места нормальные. Что это? Ну какой-то подвис. Я еще джигую, короче. Непонятно. Ну висит кто-то. То есть висел, а я его еще джиговать пытался. Проводочку тащу. Наверное, кто-то
Опять черт какой-нибудь морской. А может зацеп какой-то тащится. О, чертик маленький. О, Слава, поймал. Ты не треску. Красивый какие. Игорь, будешь готовить его? Не, Ты ж наш штатный Ты повар. же хотел его приготовить я вот сегодня. ставим колючий такой. Че он колючий, нормально? А еле держит. Ой, он еще ругается. Ругается, да. Давай Игорю дадим. Давай, Игорь. Не надо мне. Строганину сделаешь. Ты его подержи вот так, он дрожит. Ну как, ругается. Ему страшно. С такой глубины у него глаза на орбиту вылезли. Держи. Да не нужен мне Он выбросу колючий. урчит, Не на. надо. Положи на голову, у тебя голова болит, надо. повибрирует пусть. Я лучше Блять, выключилась выкиньте камера. его. Красавчик такой. А зацепился, еле держал. Я уж порадовался, думаю, может трясочка. Ну, подожди, может и Не, ну трясочка чё, раз клюнет. вот этот есть, значит и треска должна быть. Да? Зацеп давалось. Я сейчас еще одного хочу чертика поймать. Да, а он же так, по-моему, черт называется, да? Да, Оборвал? морской черт. Морской Далеко черт. порвал, блин. Вот, здорово. Совсем додики клюют. Надо искать тут. А время на поиски у нас не так много. Есть, это хороший. Пошла жара. Ну, вот эта треска идет, по-моему, как окунь как будто, да, идет, вот, дергается, да? Ну, да, по-разному может быть. Ну, не такой крупный, но все же. Да не оторвет. С головой вместе. На 100 грамм оттачка бегемот. Давай, качай, Слава. Мускулатура. Надо. Он же из глубины идет. Ну, тоже небольшая, конечно. Трясочка. Ой-ой-ой. Да, Как у тебя? да, такая же. Это Володина. Вот, друзья, вот такая маленькая Ой, а пузатая, с икрой видно. трясочка взяла. Ее прям, слышь, Володь, ее прямо с головой жарить можно. В муку ее жарить. Не потрошить. Ну, вот такие мелкие, они выживут, не выживут. Выживут. Володька говорит, выживут, поэтому отпускаем, давайте. Но здесь глубина не такая большая. Если мы тащили бы ее там с 30-40 метров, то там уже, да, сложно сказать. Но мелочь все-таки она С менее. большой глубины, когда вытаскиваешь, там пузырь изо рта и, ну, из желудка вылазит. Да. А мелочь она как-то все-таки своей жизни. Есть вот? Угу. Ох, как нельзя. Небольшой опять кто-то. Ну что? Чертик. Чертик небольшой. А может треска небольшая какая-то. Да, рыбка есть. Рыбка есть. Ее не может не быть. Володь, в чем у него поклёв. Да я вторую поклёвку я у него по кончику видел, прям пам, блядь. Сейчас я его вытащу и покрупнее покажу. Везёт тебе на чертовка? Не знаю. А может треска, да. Треска. А, не. О, Здоровущий. Нифига какой здоровый. Нифига себе пузырек какой. конь. Вот это да. Что-то тебе на них слов вообще вижу. Но они любят меня, любят. Да. Ой, пузырек. Прям как Игорь. На него похож. На Да. Игоря не Да, похож, это уже да. контент. Такой же пельмень. Ну вот, друзья, вот такой вот чертик. Посмотрите его вблизи. Вот сейчас, если я его дотронусь, он начнет прям вибрировать, урчать. Вот, смотрите. Злится на тебя, как овчарка. Ой. Противный такой. Во-первых, он выглядит противно. Красивый. Вот такой. Сейчас я покажу. Как я противный. О, хороший. Есть? Да. О, что-то Володька взял. Володька кого-то тащит. Тащит. Что-то нормальный Володь. Он как в Мариуполе строит. Что за... Есть?
Ну, кто-то идет. Маленький кто-то идет, да. Трясочка маленькая. Моя любимая, видать, идет. Кореш. А, нет, смотри-ка. Нормальная рыба. Нормально? Нормальная, да. Нет, Треска. сначала что-то так шла. Треска идет. Хорошая треска. Возможно, как у Володьки. Не, ну та, которая оборвала, лучше. Тяжелее шла. Ну, конечно. Та побольше была. Да и эта тоже не маленькая такая. Или может мне кажется просто. Может, подбагрилась просто. Да не, просто она когда с глубины вытаскивает, бывает кажется. Как будто там здоровое что-то идет. Уже не самая маленькая. Ну вот сейчас уже легче начинает вставать. То есть... Вон уже белая, видишь, пузо. Да. О, трофей, ребят. О, ни хрена себе маленькая. Тоже нормально. Нифига, это уже двушка. Подсадчик есть? Нету, мы же выгрузили его. Ну бери так. Бери, Игорь, за леску. Бери, она пробилась. Да не, за леску так, бери за само. Давай. Будем взвешивать. Весы есть? Двушечка, да. Класс. Уже. Давай сюда. Друзья, о, наконец-то. Вот это мне подфартило. Подушку, да? Да, где-то так. Вот это уже, да. Как ты хотел крупную поймать, Слав? Я хотел крупную поймать, да. Вот ты ее и поймал. Вот это хороша. Вот это, да, это мой трофей. В прошлый раз мне вообще таких не ловилось. Да, Володя? Да. Да. Есть. Друзья, вот это называется морской налим, так, ну, родственник налима, вот так он выглядит. Вот здесь в Балтийском море взял треску, вот 2 килограмма, такая красота. Идет прям классное ощущение. Держи, Игорь. Красавица. Игорь поймал. Да. Нет, Вячеслав Васильевич поймал. У нас все по-честному. Что ты поймал. Не надо. А тут целый день просидел тут в лодке. Да, уже приятно такой тащить. Ну вот, друзья, я сегодня доволен рыбалкой. Поймал и саргана, и треску, и морского черта. В общем, огромная благодарность Володе за организацию данной рыбалки в Калининграде. Если что, обращайтесь к Володе, кто будет в Калининграде из Якутии. Обязательно поможет. Вот. Свет свозит на рыбалку. Так, ну, сейчас может еще пару забросов. Прям вот. Я тут нашел место такое, точку такую прям. И причем 18 грамм. Чуть-чуть дольше делаешь паузу, выжидаешь. Ну, уже так, знаешь, вот приблизительно по опыту так. Раз, несколько секунд, потом раз, опять подмотка и несколько секунд. Потому что бланк довольно жесткий, не чувствуется. Да и грузик слишком легкий. И он берет. Треска взяла. Сразу. Видел? Ага, вот такая вот, ребят. Классная. Укрупняемся помаленьку. Где-то. Подбородком пробовать. Не, ну сейчас что пробовать? Уже надо 3 контрольных и Да, домой. да. Да, тут когда клюет, уйди, попробуй. Попробуй уедь, да. Ну, клюет рыба, ну как уедешь? Да как уедешь-то? Ты что? Ну. А, все. Ну все тогда, Володь. Я проводку доделал. Вдоль границы они летают, да, Володь? За границу летают. Ты за 5 метров грохочешь, блядь, на двор. Нет, сейчас вот эти новые лодки даже не атомные делают, но они все резины, их там обилуют. Вообще, говорит, бесшумные, и определить их трудно. Не, когда надводным она идет, когда ловит. Ракушечка. Да. Классная да, ракушечка. Вот как раз я оторву. Ну, все-таки вот он где-то в одном месте, этот зацеп. Ну вот, друзья, сегодня я отрыбачился, пожалуйста, тайхо, спрут и катушечка сабура. Вот. Вообще идеально. Все подогнано идеально. Докопаться до не до чего. Вот. Данные катушки, палочки на сайте клёвая-рыбалка.рф, друзья. Заходите, заказывайте. Ну, буду пробовать летом на таймене этим спиннингом.
Ну вот, дорогие друзья, закончилась рыбалка у меня в Калининграде на треску и на саргана. Больше мы эту рыбу в этом году ловить не будем. Ну, Володя, может, и будет ловить, но я не буду, да. Поэтому я рад, что я поставил такие прям рекорды для себя по саргана, по... как его? Треска. По треске, да, все время забываю имя этой рыбы. Вот. Хотелось бы, конечно, Володь, поймать камбалу, еще такое что-нибудь. У нас в планах все это есть, да, да. Все это у нас в планах. Ну, завтра просто пока погода, хочу свозить тебя в залив, половить окуня, судака. Это самая моя любимая рыбалка. Ну, тебе она тоже зашла. Да. Мы были, Слава поймал хорошего, был перед этим судака, мы уже были. Поэтому завтра будем отправляться с утра пораньше, прям рано утром, и насколько хватит сил. Ну и на камбалеху там уже посмотрим по погоде, потому что там дальше погода по ветру портится. Вот. Вот. А Володя очень фанат судака, все равно он его как бы ставит вперед на передний план. Поэтому завтра едем на судака. Да, я понимаю, Игорян, что даже по нему хуже всего смотрят ролики, но тем не менее я всегда люблю ловить судака. у нас Игорянин, ты как отрыбачился сегодня? Нормально, нормально. Я сегодня отдыхал. Отдыхал? Ну ты посмотрел, да, хоть? Посмотрел, хоть как поразовел. клюет. Ну да. Но как саргана подсказывал даже там, да? У тебя поклевка там и туда-сюда. Вот, друзья, так что Игоряне тоже, я желаю ему поймать и ощутить эти ощущения. Просто его маленько укачало сегодня. Просто он лег. Да, ребят, сегодня меня сильно укачало, конечно. Я не думал. Сегодня просто, говорю, по полдня в лодке пролежал. Так было хреново, не думал, что... И волна небольшая. Ну вот это, как ты говоришь, Володь, вот эта волна самая такая... Небольшая плавная волна. Плавная она волна вот просто, бывает, просто да. укачала в хлам. Просто никакой. Так что сегодня Это нормально. Володя меня спасал сегодня. За что ему тоже большое спасибо. Если бы не Володя, не знаю, может быть, и не увиделись больше бы. Все, друзья, пока. Всем пока. Пока-пока.